Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайруддинова. И сегодня мы покажем, как автомобиль сбил ребенка во дворе и скрылся с места происшествия. Говорю, что случилось, скажи правду. И почему родители мальчика узнали об этом только спустя 3 дня. Расскажем, как стражи порядка в одном из домов на улице Читаева пытались успокоить неадекватного мужчину. Чтоб ты сдох, Игорь, И почему за него боялись соседи. А также забрал жизнь вместо того, чтобы отдать долг. Сыночка у него остался. Он сейчас спрашивает: бабуль, а вот если папа хорошо себя будет вести, его Боженька отпустит к нам? Вердикт суда за жестокое убийство 34-летнего мужчины. Это и не только прямо сейчас. Сбила ребенка и скрылась с места наезда. Все произошло еще 6 августа во дворе одного из домов на улице Альфии Авзаловой. Момент наезда попал в объектив камеры наблюдения. Но о том, что 8-летний сын попал под машину, родители узнали только через 3 дня после случившегося. В ГИБДД же об этом узнали только сегодня. Почему? Ответы у Нафисы Минязовой. Говорю, что случилось, скажи правду. 3 дня 8-летний мальчик скрывал от родителей то, что его сбила машина. Придя домой весь в синяках и ссадинах, рассказал, что упал с качелей. Правду говорить не стал, боялся расстроить свою беременную мать. О том, что произошло на самом деле, он сказал лишь старшему брату. 12-летний мальчик от родителей ничего скрывать не стал. Ноги снег, бедро, спина, царапина. Тогда родители стали разыскивать очевидцев наезда и просматривать съемки с камер видеонаблюдения. Именно эти кадры быстро разлетелись по социальным сетям. Увидев, как их сына сбивает темная «Лада Калина», были шокированы. Ведь женщина, как они утверждают, сидевшая за рулем, сбив ребенка, просто уехала, даже не притормозив. Мальчику помог случайный прохожий. Видео, которое попало в объектив этой камеры, родители пострадавшего мальчика выложили в социальных сетях, чтобы найти того человека, который сбил их ребенка. Однако пользователи разделились на 2 фронта. Кто-то стал их поддерживать, а кто-то, наоборот, начал обвинять в том, что они не научили своего ребенка, как правильно слезать с велосипеда и именно переходить проезжую часть. Родители согласны, сын должен был посмотреть по сторонам и не выскакивать резко из-за припаркованного автомобиля. Тем более о правилах безопасности он знает. Но это не повод скрываться с места наезда, не оказав помощи и не узнав о состоянии пострадавшего мальчика. Конечно, объясняем. Все ребенку объясняем. Но если вот здесь ругались, да, объясняем. через 15 метров они забудут. В ГИБДД они обратились только сегодня, получив доказательства наезда. Сегодня же отправили мальчика в больницу. С момента происшествия у него высокая температура. Делом уже заинтересовался Следственный комитет. По факту наезда на ребенка Следственный орган Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также устанавливается личность женщины, наехавшей на ребенка. Водителя этой «Лады» теперь разыскивают автоинспекторы. За оставлением места ДТП автоледи именно девушка, как утверждают очевидцы, сидела за рулем. Грозит штраф и лишение водительского удостоверения. Но степень вины каждого предстоит установить при уже детальном разборе наезда. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. 65-летняя женщина погибла во время пожара в частном доме. Все произошло в Чистопольском районе. Огонь вспыхнул ночью и распространился по всей площади, поглотив и надворные постройки. По предварительной версии, причиной всему неосторожное обращение с огнем. Пожарным извещателем дом оборудован не был. А 64-летний мужчина, житель Мензелинска, инвалид, находящийся на патронажном учете в органах социальной защиты, сам отказался от установки извещателя по президентской программе. Пожар в его доме вспыхнул в субботу. Площадь возгорания была 1 квадратный метр. К сожалению, пожар заметили слишком поздно. Мужчина спал и не смог выбраться из задымленного помещения. Последний прыжок с Горбатого моста, что в поселке Октябрьский, 34-летний мужчина сделал накануне в 15 часов 15 минут. Отдыхающие сообщили спасателям, что, нырнув, мужчина так и не выплыл. Спустя 3 часа водолазы с 4-метровой глубины извлекли тело погибшего. Правоохранительные органы устанавливают причину смерти, а в ночь с субботы на воскресенье на реке Ик вблизи села Бикбулово Мензелинского района утонул 24-летний мужчина. Выяснилось, что он отдыхал с компанией на берегу и пропал. Его тело достали из воды через 12 часов. Разбил окно на балконе, выбросил шину и едва сам не выпал с 6-го этажа. Все это, по рассказам очевидцев, устроил житель одного из домов по улице Читаева, который весь вечер вел себя неадекватно. Испугавшись, что мужчина может причинить вред и себе, и окружающим, соседи вызвали полицейских. Впрочем, и они успокоить мужчину не смогли. Вероника Гайнудинова расскажет подробности.
Мать задержанного всячески пыталась уберечь своего сына от повышенного внимания, хотя сам он, наоборот, делал все, чтобы его привлечь. Мама, ну маску дай, ну маску дай, там же не баба брешься. Ну я пятами покрываюсь, я спидом болею. Соседи рассказывают, этот мужчина начал хулиганить еще с вечера. Сначала в подъезде, а затем и в своей квартире. Разбив окно, он выбросил с 6-го этажа шину. Вслед за ней едва сам не полетел вниз, но обошлось. Прибывшие на место стражи порядка пытались успокоить мужчину. Однако безрезультатно, когда сами стали объектом нападок и оскорблений, его заковали в наручники и вывели из квартиры. Чтоб ты сдох, Игорь, козел, приспособление. Жил без прописки 7 лет, голову повесил, типа. По некоторым данным, 39-летний мужчина уже был судим, но такое шоу, рассказывают соседи, не припоминают. В итоге задержанного планировали отправить к наркологу для прохождения теста на наличие в крови запрещенных веществ. В случае отказа ему грозит арест на срок до 15 суток. Также за свое зрелищное представление задержанный, скорее всего, будет привлечен к административной ответственности. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Верховный суд Татарстана сегодня поставил точку в деле об убийстве 34-летнего мужчины в одном из домов на улице Гагарина. На скамье подсудимых 25-летний знакомый убитого. Следователи установили, причиной всему стали деньги. Вернее, долг, который подсудимый не хотел отдавать, решив вместо этого забрать жизнь кредитора. Нафиса Минязова из зала суда. Я вот уже скоро год, я не могу в себя прийти. Потеряв сына, будто осталась без глаз, рук и ног. Так описывает свое состояние мать убитого мужчины. Она инвалид первой группы. 34-летний сын был ее опорой. Об убийстве ей рассказали лишь утром следующего дня. Он обещал ей перезвонить, но не перезвонил. Последний живым мужчину видела соседка, у которой он просил о помощи. Меня убивают, вызывайте. Установка практически до приезда полиции. Но ранения были тяжелыми. Он скончался до приезда медиков с ранением ниже спины. Тогда госпитализировали второго пострадавшего. В день трагедии наша съемочная группа также была на месте преступления. Тогда существовала версия, что один человек погиб, второго тяжело ранили, а был еще якобы и третий человек, который на них напал. Однако во время следствия эта версия изменилась, и тот самый выживший мужчина из потерпевшего превратился в подозреваемого. Следователи выяснили, что все произошло из-за денег, вернее долга, который нечем было отдавать. Он ему брал у него постоянно деньги. Я говорю, зачем ты даешь, Андрюша? Он говорит, да, мама, он проигрывает. Я говорю, это мой наркоман. Он говорит, мама, это не наркоман, это игроман. Он говорит, мам, ну просто жалко пацана. Как доказало суду обвинение, подсудимый периодически занимал у своего знакомого деньги под залог своего автомобиля Renault Logan. Мужчина был заядлым игроманом. 17 сентября минувшего года он снова одолжил около 100 тысяч рублей. В тот же день мужчина проиграл все чужие деньги. Осознавая, что вернуть их нужно, решил расправиться со своим кредитором. Согласно материалам дела, он заранее купил электрошокер и нож и целенаправленно шел убивать. Своему знакомому он нанес 5 ножевых ранений, в том числе и в шею, но потерпевший сделал все, чтобы отбиться. Схватил нож и ранил нападавшего ниже спины и вышел за дверь, где и скончался. Нападавшего госпитализировали. Следствие обвиняет меня в умышленном убийстве, которое я совершил для собственной материальной выгоды. И у них есть основания для этого. Я приобрел орудие преступления, и у нас с погибшим были денежные отношения. В эту версию мать убитого не верит, тем более следователи нашли доказательства его вины. Жестоко он. И следователь нам сказал, как хорошо, что никого не было дома. Он шел умышленно. У погибшего остался 4-летний сын. Его также признали потерпевшим в уголовном деле. Он сейчас спрашивает, бабуль, а вот если папа хорошо себя будет вести, его Боженька отпустит к нам. Ужасно. И говорит, а дяденька не придет с ножом? Какой дяденька? Ну, который папу зарезал. Прокурор запрашивал для подсудимого 17 лет лишения свободы. Суд счел его вину доказанной и приговорил мужчину к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы в 1 год. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.